Побывать пиратом или сказочной принцессой, рисовать цветными карандашами радугу на асфальте, играть в классики, спеть, станцевать и даже поймать рыбку в бассейне. Минувшее воскресенье стало для маленьких жителей и гостей столицы большим путешествием в праздник детства. Мероприятия, посвященные Дню защиты детей, протянулись от столичных дворов до парка имени Тараса Шамба и всей набережной. В общем, в каждом уголке Сухума для ребятишек были организованы игры, спортивные состязания, развлекательные программы с участием аниматоров. Не обошлось, конечно, без национальных песен и танцев и большой концертной программы. День защиты детей уже невозможно представить без благотворительной акции фонда Ашана «Добрый картофель», которая вот уже 9 лет проходит при поддержке ресторана «Абургер». Покупая картофель фри или картошку по-деревенски, жители и гости столицы вносят свой вклад в лечение тяжело больных детей. Все средства, вырученные в этот день, направляются именно на эти цели. В этом году собрана рекордная сумма – более 174 тысяч рублей. В роли продавцов выступали врачи, артисты, спортсмены, блогеры, работники культуры, журналисты. Поддержал акцию и Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Желаю вам счастливого детства, быть здоровым и новых открытий. Фонду от Государственного комитета по делам молодежи и спорта, так как нынешний год объявлен годом Владислава Григорьевича, в честь его 80-летия, мы хотим передать вам 60 футболок с его изображением. А вы уже распределитесь так, как вы хотите. Порадовали маленьких жителей и гостей столицы праздничной программой и гости из Нижнего Новгорода. Встречаем Центр военно-патриотического воспитания и военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником». Нижний Новгород. День защиты детей – это не только праздник, но и важный повод задуматься о том, как мы можем сделать мир лучше для маленьких жителей нашей страны. Мероприятие, прошедшее в столице 1 июня, яркий пример того, как общество может объединиться ради одной цели – защиты прав и интересов детей. Гугуца Вардания, Адица Сагария, Аля Самичба, Абхазское телевидение.